Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Остановить и снести» Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицунско-Мюсерского заповедника. Зажгите свечи. Сегодня православные верующие отмечают Радоницу, время поминовения усопших. Встать в строй. Весенний призыв на военную службу начался в Абхазии. Президент Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицунско-Мюсерского заповедника. Глава государства вместе с представителями экологических служб республики осмотрели 4 туристических объекта на берегу моря в заповедной зоне. По итогам посещения объектов Рауль Хаджимба провел выездное совещание по вопросам незаконного строительства на территории заповедника и города Пицунды. Подробности в материале Ренаты Шакая. На берегу моря на территории Пицунда-Мюсерского заповедника уже достраиваются 4 объекта для размещения туристов. Президент Рауль Хаджимба поинтересовался о том, кто строит гостиничные комплексы в закрытой зоне и на каком основании. По словам представителей администрации Пицунды, 2 застройки принадлежат Радику Худоба и Эрику Хагуш. У застройщиков никаких разрешительных документов нет, и этот вопрос не раз уже поднимался, но никаких расследований не проводилось. Роман Саидович, в заповедной зоне возможно строительство каких-либо объектов? В заповедной зоне не только строительство невозможно, в заповедной зоне вообще невозможна никакая хозяйственная деятельность. Заповедник – это самая жесткая схема охраны природы, поэтому территории, которые попадают под заповедники, в них недопустимо вообще никакой хозяйства, даже сбор ягод, грибов и так далее, не говоря уже об охоте, рубке и прочее. А это является грубейшим нарушением законодательства. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава подчеркнул, что после того, как стало известно о незаконной стройке, он о захваченной части территории заповедника уведомил экологического прокурора. На этом этапе можно было бы остановить, если жестче отнестись к этому делу. И что сейчас предлагаете сделать? Ну, это я говорил и говорю, и в прошлый раз хозяевам. Это было с нарушением построен объект ввиду того, что захвачен часть территории заповедника, отчуждение которого в категорической форме по закону Республики Абхазия не допускается. Прокурор Денис Чанба доложил о возбуждении уголовного дела по факту незаконного захвата земли и строительства. На вопрос главы государства о том, какие меры были приняты в отношении нарушителей, ответа не поступило. Никаких дальнейших строительств быть не может. Все это должно быть прекращено. Люди потратились, сделали, по нашей же вине это все сделано. Из-за нашего отсутствия надзора надо ставить вопрос о возмещении средств для того, чтобы эти люди в другом месте выделить земли, но ни в коей мере в заповедной зоне не должно быть никакого строения. Во время съемок владельцев незаконных построек на месте не оказалось. На вопрос, будет ли принято компромиссное решение между властью и нарушителями закона, глава государства Рауль Хаджимба ответил, что компромиссного решения быть не может. Компромиссное решение по этому поводу что будет? Компромиссное решение какое может быть? А дальше, если хотят люди работать и заниматься бизнесом, есть соответствующие территории, где они это могут сделать. Президент посетил здание администрации Пицунда-Мюсерского заповедника. Как оказалось, 2-й этаж здания в летний период сдается отдыхающим. По мнению руководства заповедника, в этом нет ничего незаконного, а вырученные средства помогают следить за заповедником. Мы сейчас в заповеднике находимся? Да. Вот мы сдаем номера людям. Вот поэтому мы хотим другим запретить сдавать. Мы сами создаем прецедент. Здание не построили, подождите, оно было построено. Люди здесь отдыхают, да. По подлеску ходят. Белье свое вешают. Как все люди ходят, так и они ходят. Подождите, вы же должны следить за другим, чтобы здесь люди не ходили. Мы сами сдаем жилье. Да. Вот причина. У нас... Самой неожиданной оказалась стройка в так называемой зеленой зоне, буквально у ворот недостроенного детского сада. По поручению президента уже завтра территория должна быть расчищена. Долгое время в районе госдачи в Пицунде местные жители не могли попасть на берег, так как территория была перекрыта. А Рауль Хаджимба этот вопрос решил. И местным жителям не нужно будет ездить в другой район для того, чтобы попасть на берег. Мы с вами тогда обговорили, мы открыли вам эту, как говорится, пляжную территорию. Мы оторвали, как говорится, кусок от этой госдачи. Я вам давал слово, сделали мы это? Сделали. На этой территории никаких других сооружений быть не может.
После проверки всех объектов прошло совещание, на котором глава государства обсудил сложившуюся ситуацию в Пицунде. Откровенно говоря, мы все с вами проспали. Все куда-то писали, что-то делали, но конкретных мер, конкретных шагов, нацеленных на то, чтобы эта ситуация была бы не такой, как мы сегодня ее видели, не было сделано. Это были просто, честно говоря, попытки отписаться всем. Все валят на вышестоящих руководителей. Мы вроде бы свое дело сделали, пусть дальше на других эшелонах власти решают эти задачи. Нет, мои дорогие, каждый из вас несет ответственность за все то, что происходит. Исходя из того, что я увидел, я могу одно сделать заключение для себя. Кто-то же дал пример этому, кто-то же подвиг к этим процессам людей. И в этом я вижу, в первую очередь, откровенно говоря, работников нашего заповедника. Президент Рауль Хаджимба поручил Генпрокуратуре в течение 10 дней подготовить подробную информацию о том, кто и когда выдавал документы на строительство. Премьер-министру Беслану Парциц поручено взять под личный контроль установление ограды по периметру заповедника. Этот вопрос должен быть решен в течение года. Главе управления лесного хозяйства поручено сделать соответствующие выводы и принять кадровые решения, в том числе и в отношении работников заповедника. Глава государства предложил решить вопрос выделения земельных участков гражданам вне заповедной зоны и поручил руководству Пицунды в ближайшее время представить свои предложения. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Во время проведения агитационной кампании по выборам кандидатов в депутаты парламента Абхазии от Гудаутского избирательного округа номер 17, согласно избирательному законодательству, Абхазское телевидение предоставляет кандидатам равное эфирное время. На трансляцию роликов 3 минуты бесплатного времени, 5 минут платного. Участие в проекте «Теледебаты» 15 бесплатных минут для каждого кандидата. И на трансляцию фильма о кандидате 20 платных минут. Стоимость 1 минуты 1000 рублей. Шквальный ветер, который прошелся по республике в прошедшее воскресенье, оставил после себя сорванные крыши жилых домов, вырванные с корнем деревья вдоль центральной трассы, подбитые машины. Как удалось побороть последствия стихии, смотрите в материале наших корреспондентов. Из-за сильного ветра более 20 деревьев упали на проезжую часть, вследствие чего движение городского транспорта было заблокировано на несколько часов. Об этом нам рассказал начальник коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба. Он отметил, что коммунальные службы выезжали на места незамедлительно. В первый же день, в первые часы были экстренно проведены работы по распилу этих деревьев и растаскиванию его в стороны для того, чтобы открыть движению, дорогу открыть для автотранспорта, так как дорога была перекрыта во многих местах, в основном в районе турбазы по Кодорскому шоссе. Дмитрий Ахуба сообщил, что работы по расчистке дорог от упавших деревьев не прекращались со дня стихии. Деревья были распилены и вывезены за черту города. Коммунальные службы также проводят работы по очистке тротуаров от веток. Что касается возмещения ущерба, нанесенного стихией, то говорить об этом пока рано. По словам заместителя начальника муниципального учреждения жилищное управление столичной администрации Махвардския, указа от властей еще не было. Когда МЧСом будет признано, что это стихийное бедствие, тогда при кабинете министра работает комиссия по возмещению стихийного ущерба, по устранению, возмещению, который возглавляет вице-премьер Беслан Федорович Эшба. Если комиссия посчитает, что материальный ущерб надо возместить, тогда они нас оповестят, и мы будем тогда ходить по дворам, готовить акты ущерба, оценивать и давать на рассмотрение комиссии. Пока у нас такого задания нет. Пока собирают материал. В столичной администрации рассказали о том, что в городе периодически выявляют деревья, которые в случае урагана при падении могут задеть линии электропередач. Весенний призыв на военную службу начался в Абхазии. Об этом соответствующий приказ подписал министр обороны республики Мираб Кишмария. Военному комиссару Абхазии поручено призвать в апреле и июне на военную службу граждан республики в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе. Также командирам воинских частей и подразделений приказано уволить в запас военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек.
ВАД прибыли в Абхазию для переговоров с абхазскими производителями стройматериалов. На встрече обсуждались вопросы поставок инертных материалов из Республики Абхазия в Республику Крым. Представители ВАД отобрали образцы строительных материалов, представленные абхазскими производителями, для проверки их качества и проведения испытаний. В случае соответствия материалов необходимым нормам переговоры будут продолжены. Подача питьевой воды 26 апреля будет прекращена в центральной части города, в районе Маяка, Виема, на Старом поселке и Новом районе. Воды не будет с полуночи до 18 часов вечера. Отключение подачи воды связано с плановым прекращением подачи электроэнергии Черноморэнерго с подстанции Сухум-2. Жители улиц Ардзенба и Титова в Сухуме уже много лет борются с проблемой канализации. Уже более 3 лет канализационные люки на этих улицах не очищались. Особенно в дождливую погоду вода из канализационных люков затапливает дома. Местные жители не раз обращались в соответствующие инстанции. Тем не менее, проблема не решена по сей день. О том, насколько существенна проблема и как ее можно решить, узнавала наш корреспондент Сария Смыр. Вот уже несколько лет жители улиц Титова и Ардзенба не могут вздохнуть свободно. Запах канализации, который чувствуется здесь и в дождливую, и в солнечную погоду, порой становится невозможно терпеть. В такие дни жители просто вынуждены покидать свои дома. Вот это все канализация. Это сегодня более-менее еще дождя нету. А когда плохая погода у нас в каждом доме, в каждом дворе, мы человека домой не можем пригласить. Мы молчали, думали, что что-то сделают. Неоднократно ездили туда, приезжали, они пока вернутся, разворачиваются, уходят. Но людям надоело. Такая незамысловатая конструкция сооружена во дворе одного из жителей улицы Ардзенба. Хозяин дома Юрий Беби рассказывает, что стоит ему только убрать все это, как канализационная вода затапливает весь двор и огород. По улицам Титова и Ардзенба, где на сегодняшний день проживает более 100 семей, проблема с канализацией существует уже много лет. Жители неоднократно обращались и в водоканал, и в коммунальные службы, но по сей день решения никакого нет. Местных жителей особенно беспокоит приближение летнего сезона. По их словам, отдыхающие не в силах терпеть такие неудобства. В первый же вечер собирают вещи и съезжают. Мы обращались в водоканал, мы обращались к нашему уважаемому Харазе. Неоднократно документы там лежат. Сказали, ничего пока не можем делать, там где-то забито, еще оказывается дальше. Ну вот там, если они начнут потихонечку, мне кажется, все-таки уйдет эта грязь, потому что 3 года продолжается. Да, 3 года вот продолжается, но я не знаю, когда это в конце концов кончится. Если какая-то физическая сила нужна, я думаю, тут наши ребята подключатся, физическая сила мы тоже поможет. Главный инженер МУП «Водоканал» Мираб Анкваб отметил, что проблема существенная и ее необходимо решить в самое ближайшее время. Завтра предполагается остановка напряжения. Черноморэнерго проводит профилактические работы. Ну, используя вот эту ситуацию, мы тоже со своей стороны, здесь без остановки воды, без того, чтобы здесь воды не было, не почистить вот эти колодцы. Коллектор невозможно почистить. Поэтому, используя вот эту остановку, завтра бригада канализаторщиков будет прочищать коллектор и колодцы. Здесь проблема, конечно, серьезная проблема. Она давно, но месяца 1,5, наверное, назад тоже вот так вот было с остановкой связано. Прочистили от Агумала, они начали чистить, и пока не стемнело, они чистили. Сколько успели, почистили. По словам представителей МУП «Водоканал», в течение нескольких дней их службы сделают все возможное для того, чтобы расчистить канализационные колодцы. Местные жители выразили готовность оказать любую помощь при расчистке люков. Сария Смыр, Беслан Хинджерия, Абхазское телевидение. Скорбь и радость в один день. Сегодня православные верующие отмечают Радоницу, время поминовения усопших. Это символическое празднование Пасхи с теми, кого уже нет в живых. В этот день крестьяне посещают кладбище и зажигают свечи. Сегодня в главном соборе Абхазии прошло богослужение. 9-й день после Пасхи в православной церкви считается временем поминовения усопших. Это большое событие в жизни православных христиан. В этот день в Сухумском кафедральном соборе божественную литургию и заупокойную службу провел глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион.
Сегодня храм был полон. Прихожане приняли участие в богослужении и молились об усопших. По традиции, именно в этот день принято ходить на кладбище, наводить порядок на могилах, ставить свечи и молиться. Считается, что главное поминовение все же происходит не на кладбище, а в храме. У меня померли родители, и я, конечно, каждый год этот праздник, где бы ни была, я его хожу и поминаю, ставлю свечи. К сожалению, на кладбище я не могу сходить, потому что прах родителей не здесь. Вот. Ну вот церковь, это, конечно, обязательно. Мы поминаем усопших. Мы тоже, конечно, не Бог знает, когда, каждому написано, когда мы умрем и тоже попадем. Кто что заработал. В этот день христиане символично разделяют пасхальную радость воскрешения Христа с усопшими. По словам главы Абхазской епархии Иерея Виссариона, Радоницу отмечали на христианских кладбищах еще в древности. В народе этот праздник еще называют родительским днем. В православном мире он тесно перекликается со словом «радость». И это не случайно. Праздник связывают с торжеством жизни над смертью. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправил, несущего гробы. Значит, гробам тоже дарована жизнь. Поэтому вот эта жизнь, дарованная им, вот в этот день как раз это есть та Пасха, который вот сегодня мы, это радоница, радуемся мы, что эти люди живые. Мы же не говорим, что смертей нет. Мы же говорим, что смертей нет. Христос воскрес, и Он дает нам возможность участвовать в этом воскресении. Значит, мы все живые, молимся за тех, кто лежит там, в этих гробах. Значит, что они бы удостоились бы вот этого вечного воскресения, которое удостоился сам Христос, истинный Бог наш. Но для того, чтобы удостоиться, необходимо жить в благочестии и чистоте. Основа христианского сознания и христианского учения находится в том, что человек по своей же вине стал смертен. И Бог приходит второй раз и спасает этого человека. Бог, как любящий Создатель и заботливый Отец своих детей, никогда не бросает. Другое дело, слушаются ли они Его, но это уже выбор каждого человека. Сима Аргун, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-7, днем 16-18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.